день, уважаемые читатели! Библиотека «Филиал номер 6» в рамках государственной программы «Рухани Жангыру» и специального проекта «Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана» представляет вашему вниманию исторический репортаж «Прикосновение к святыне». Проект «Сакральная география Казахстана» сконцентрирован на духовных святынях нашей страны, несущих в себе общенациональный характер. Сакральные места отражают долгую, насыщенную событиями жизнь и деятельность народа, считаются святыми и почитаются населением. Это и могилы батыров, и уникальные природные ландшафты, мечети и храмы, мавзолеи. Работа над реестром сакральных объектов Казахстана – это длительный и скрупулезный труд, в котором задействованы различные ученые, археологи, историки, этнологи и востоковеды. Пояс святынь Костанайской области – это источник гордости, который несет нас через века. Земля Костанайской области богата памятниками истории и культуры. Мавзолеи, древние руины по сей день хранят в себе тайны ушедших веков. Прикоснуться к подобным сакральным объектам – все равно, что пообщаться с прямым свидетелем тех времен и событий. На основании заключения членов научно-экспертного совета исследовательского центра КСЕИТ Казахстан в 2022 году в список сакральных объектов регионального значения Костанайской области включено место захоронения Жаудир-Ораз-Кызы, которое находится в селе Уркаш Камыстинского района. Именно о нем мы сегодня и поговорим. Жаудир-Ораз-Кызы родилась в начале XIX века в ауле Карасу, ныне село Уркаш Костанайской области. Происходила из рода Телеу младшего Жуза. Более 60 лет своей жизни Жаудир-Апа прожила в Туркестане, работала в мечети, лечила людей, преподавала в медресе. Жаудир-Ораз-Кызы родилась в 1810 году в богатой и благородной семье Ораза Какенулы. Ее предок Батыр Кара Кагай приходился не только родственником, но и преемником прославленного Тайлак-Батыра, возглавившего Булантинское сражение. С рождения девочка страдала заболеванием суставов, была слабой и болезненной. К 10 годам поправилась, стала красавицей. В 18 лет она вышла замуж за парня по имени Жаппас из племени Унгут, и у них родилась дочка. Но во время вражеских набегов погиб ее муж, а затем и маленькая дочь. После личной трагедии Жаудир-Ораз-Кызы стала тщательно изучать религию, переехала в Туркестан, получила образование, дважды совершила хадж в Мекку. В 1840 году в возрасте 30 лет стала управлять мечетью, построенной ее предком Ажи Ахметом. В 1850 году мечеть была реставрирована, заново отстроена медресе. Мечеть располагалась рядом с мавзолеем Хаджи Ахмета Яссауи в Туркестане и поражала всех своей красотой. Прямо от мавзолея до мечети была широкая дорога Хан-Коще. С одной стороны мечети располагалась медресе, в котором обучали детей-сирот, общежитие и столовая для бедных. С другой – так называемая календар-хана, помещение, в котором одновременно принимали посетителей 40-50 лекарей. Круглый год со всех концов шли сюда люди за помощью. Жаудир-Апа также была известна в народе как Аулие, помогала людям исцеляться от недугов. Аулие от арабского «святой». В исламе люди, которые проводят все свои дни в постоянных молитвах и поминании Аллаха. Они ведут праведный образ жизни и избегают совершения грехов, постоянно совершенствуя свой духовный мир. О таких людях упоминается в Коране. Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться, и не изведают они горя. В 1914 году Жаудир-Апа возвращается в родное село для открытия мечети, строительство которой финансировала. В 1918 году в возрасте 108 лет Жаудир-Апа умирает. В связи со сложной политической ситуацией в стране и тяготами, постигшими народ в те годы, доставить тело усопшей в Туркестан для захоронения не представилось возможным. Ее похоронили на родной земле.
Рядом с мечетью и могилой глубоко почитаемого ею старца Азим Аулие. В 1932 году мечеть по приказу советского руководства была разрушена. Та же участь постигла и Жаудир-мечеть в Медресе в Туркестане. Прекрасная мечеть была снесена, кирпичи пошли на строительство маслозавода. Старожилы священного города Туркестан помнили и рассказывали о мечети, украшавшей город, о целительнице Жаудир-апа, о ее праведных делах. В памяти народа до сих пор остались названия: мечеть Жаудир, сад Жаудир, Жаудир-Жалы, дорога Жаудир. В 2013 году отделом археологии Государственного историко-культурного заповедника музея Азаед-Султан были проведены археологические раскопки на территории мечети-медресе Жаудир-апа в Туркестане. В результате исследований были определены размер, объем здания. Обнаруженные обломки керамики показали, что это сооружение было построено на месте раннего здания, относящегося к концу XIV века. В настоящее время ведется реконструкция и реставрация мечети-медресе Жаудир-апа в Туркестане. Места захоронений Жаудир-апа и Азим Аулие близ села Уркаш покрыты густой травяной растительностью. Долгое время там не было установлено никаких ограждений и надгробных сооружений. Лишь старожилы села рассказывали о почитаемых людях, которые там захоронены. В 2021 году потомки Жаудир-апа рядом с местом ее захоронения установили мемориальную плиту Коктас из черного мрамора и ограду. Посещение сакральных мест позволяет соприкоснуться с духовной культурой народа и вызывает интерес к изучению национального наследия родной земли. Мы живем в стране, которая является обладательницей ценностей, вошедших в сокровищницу мировых цивилизаций. И чтобы не растратить духовно-нравственные и материальные ценности, передающиеся из поколения в поколение, нам требуется приложение огромных усилий и средств. Мы всегда должны хранить в своей памяти тот огонь, который освещал жизнь ушедших, огонь, который они передали нам, а мы передадим нашим потомкам.